ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В спортзале Дома культуры Водного прошли необычные веселые старты для местных ребят. В понедельник, 3 июня, тут стартовали соревнования «Эх, лапти да лапти да лапти мои». Организаторы, которыми выступили представители нескольких общественных организаций под началом Елены Тепловой, видоизменили традиционные спортивные эстафеты. Они решили обуть школьников, а именно воспитанников секции тэквондо и юных лыжников, в лапти, тем самым синтезировав спорт и исторический костюм. Сегодняшнее мероприятие приурочено к Дню защиты детей. Я сегодня приглашена организатором этого мероприятия Тепловой Еленой Борисовной и от женского движения «Союз женщин России», и от Комитета защиты мира, и как депутат Государственного совета Республики Коми. Хочу порадоваться, что к Дню защиты детей в нашем городе проводились не только мероприятия теми организациями, учреждениями, которые обязаны по службе это делать, но и волонтерами, энтузиастами. Но, разумеется, в первую очередь это просто развлечение для ребят. Организатор соревнований Елена Теплова отмечает, шефствует над юными водницами уже с десяток лет, постоянно придумывая различные мероприятия оздоровительного характера. Часто в них участвуют ребята, которые находятся в непростой жизненной ситуации, а такие развлечения позволяют им получить и положительные эмоции, и положительный пример. Именно так лучше всего проводить свободное время. Весело и активно. Привести лапти как спортивную обувь Елена Борисовна решила еще в 2015 году, после того, как выиграла в Суздале забег в лаптях. И тогда у меня возникла идея, а чем мы хуже? Сначала лаптей не было, я обула всех валенки. Валенки – тяжелая обувь, но соревнования тоже проходили. А затем я купила 15 пар лаптей в Суздале, мне на заказ сделали, и привезла сюда. И откатала первые соревнования «Бег в лаптях». У меня было именно на стадионе Водном. Мы назвали «Воднинская верста». К слову, и сегодняшние соревнования должны были пройти на улице, но погода внесла в планы свои коррективы. Чтобы не вымокнуть под июньским дождем, было принято решение перебраться всем в зал. Но, кажется, это ничуть ребят не расстроило. Тем более, что после эстафет особо активные участники смогли поиграть и в лаптевой футбол. А после еще и были награждены грамотами и памятными призами. А на стадионе они смогут порезвиться совсем скоро. Уже 11 июня, аккурат ко Дню России, Елена Теплова привезет им очередную активную программу.